Всем доброе утро! Сегодня пятница. Отличный день, чтобы достойно закончить, завершить эту, я бы сказала, несложную неделю. Мне кажется, на слове «пятница» можно было уже остановиться. Просто доброе утро, сегодня пятница. И все. Да, 10 марта на календаре. Это такая разбитая неделя, как ее называют, да, разорванная, потому что ровно посередине у нас был выходной, мы его отдохнули, и поэтому, я думаю, не успели мы выдохнуться к концу рабочей недели, а значит, можем максимально активно выходные ближайшие провести. Но это уже дело каждого. В студии Екатерина Винокурова, Павел Танин. Это «Утро Якутии». Вместе с вами этот день, который сегодня наступил, мы встречаем, начинаем и заряжаем вас на плодотворный, позитивный рабочий день. Да, а еще нас не может не радовать погода за окном. Можно выехать в предстоящие выходные куда-нибудь за город, заняться активным отдыхом на свежем воздухе, по-моему, прекрасно. И вот о чем мы сегодня будем говорить. Да, во-первых, если мы говорим про активный отдых, да, спорт, вообще борцы из 13 стран сразятся на турнире памяти Романа Дмитриева. С 9 по 12 марта проходят международные соревнования по вольной и женской борьбе среди юниоров 2003-2005 годов рождения. А если вам надоел обычный омлет, то предлагаем разнообразить этот привычный завтрак креветками. Да. Все дело в шляпе. Нужно примерить шляпку и будете звездой, считают модницы из Санкт-Петербурга, которые участвовали в акции «Красивый выход». Победа дружбы и экологии. На Байкале прошел хоккейный матч с участием звезд мирового спорта. Посмотрим, как это было. Да, и в принципе, вот из того, что мы уже перечислили, две темы как минимум связаны со спортом, и это будем считать признаком спортивной пятницы. А начнем мы, как и любой другой день, конечно же, с разговоров о погоде. Итак, сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 16-29 градусов. В Заречной группе 18-32, в Южных 8 и 11. В Вилюйской группе 12-15, в Нижнеленских 14-16, в Западных 8-13 градусов. В Колымендигирских от 30 до 46, в Янских 36-45, на северо-западе 24-35 градусов мороза. В 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила 22 градуса, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный со скоростью 1 метр в секунду. А днем нам обещают небольшой снег, ветер восточный 4-9 метров в секунду, а температура воздуха днем составит 7-9 градусов. Что ж, самое время подкрепиться, потому что завтрак – это главный прием пищи вообще в течение всего дня. И вот нежнейший омлет с креветками. Такой завтрак может подать как мужчинам, можно подать как мужчинам, так и слабому полу. Вот необычные вкусовые сочетания, интересная форма подачи. Это блюдо просто создано для того, чтобы начинать с него свой день. Давайте посмотрим, как он готовится. Всем доброго утра, меня зовут Андрей Мустяца, я бренд-шеф ресторана «Шпинат и мясо». И сегодня мы с вами приготовим такой вкусный и полезный завтрак, как омлет с креветками. Для этого нам понадобится 2 яйца, 50 мл сливок, креветки тигровые очищенные, сливочное масло, оливковое масло, шпинат, соль, перец, помидоры черри и сок лимона. Для начала разогреваем нашу сковороду, наливаем на нее немного оливкового масла. Также добавляем немного сливочного масла. В яйцо добавляем сливки, можно любой жирности, 22-33%. Добавляем соль, немного свежемолотого черного перца и перемешиваем до однородной консистенции. И мы выливаем полученную массу на сковороду. Пока жарится наш омлет, он будет жариться примерно 1,5-2 минуты. Мы подготовим салат. Для этого нам понадобится листья шпината и помидоры черри. Помидоры черри разрезаем на 2 части, добавляем к нашему шпинату. Заправляем
солью, перцем. Сбрызгиваем лимоном и добавляем немного оливкового масла. И все это перемешиваем. Так, наш омлет с одной стороны поджарился. Сейчас время его переворачивать. И мы добавим немного шпината. Итак, наш омлет готов. Выкладываем его на тарелку. Так, осталось нам пожарить креветки. Добавляем немного оливкового масла, зубчик чеснока, давим ножом и отправляем в сковородку. И следом за ним отправляем наши креветочки. Чеснок нам нужен для того, чтобы дать нашим креветкам вкус и аромат. Потом он нам не нужен будет. Солим, перчим. Креветки обжариваем примерно в течение 1,5–2 минуты. Они очень быстро готовятся, поэтому слишком зажаривать их не стоит, иначе они будут жесткими и невкусными. Так, а сейчас уже можно выложить наш подготовленный салатик. Наши креветочки готовы. Плиту можно выключить. Выкладываем наши креветки на омлет. Итак, наш вкусный и полезный завтрак готов. Всем приятного аппетита и хорошего дня! Это было вкусно. Это было очень ароматно и вкусно, да. Мне кажется, нельзя показывать такое голодным людям с утра. Ну, наоборот, стимулирует их поесть. А мне напомню, что завтрак — это же главный прием пищи в течение дня. Тем более, что готовится достаточно просто. Да. К сожалению, я не могу сейчас встать и пойти себе приготовить. А зачем вот там плита стоит? Где? Вот там вот. Где? Вот там вот. Где? Плита. В следующий раз можешь готовить По-моему, сама. там окно. Да. Там за окном дальше. Смотри, сколько там домов, там в какой-то И точно... сколько там плит. Точно где-то есть плита. Но вообще 10 марта, сегодняшний день, ежегодно в России отмечается День архивов. В этот день Петром I был подписан первый в России государственный акт, генеральный регламент или устав. Он определил основы организации государственного управления в стране и ввел во всех государственных органах власти архивы и государственную должность архивариуса, которому надлежало, конечно, письма прилежно собирать, онным реестр чинить, листы перемечивать. Ну а о других знаменательных датах этого дня узнаем в нашей рубрике. На календаре 10 марта. Сегодня отмечают День архивов в России, День стационарного телефона, День булочек с черникой, День Марио, День диетолога. По народному календарю в этот день чтят память святителя Тарасия Константинопольского, архиепископа. У этого святого люди просят защиты от лихорадки. В старину люди верили, что это состояние навлекает нечистая сила. В этот день нельзя днем ложиться спать. Согласно народным суевериям, в спящего человека может легко проникнуть болезнь. Также нельзя смотреть в окна домов, находясь на улице. Посаженные в этот день помидоры и капуста дадут богатый урожай. События в этот день. Испанские мореплаватели открыли в Тихом океане Галапагосские острова. Был запатентован копер для забивания свай. В Британии в этот день начата первая перепись населения. Спустя 3 дня после получения патента на изобретенный им телефон Александр Белл впервые сумел дозвониться до своего помощника Томаса Уотса, находящегося в соседней комнате. В Великобритании впервые опубликован национальный хит-парад альбомов. Первое место тогда занял Фредди Кеннон с пластинкой «Explosive Freddie Cannon».
В этот день началась первая океанская женская одиночная кругосветка. В этот день родились Василий Каратыгин, русский актер, знаменитый трагик. Александр III Романов, император всероссийский. Александр Зацепин, советский и российский композитор, народный артист России. Чак Норрис, американский киноактер и мастер боевых искусств. Владимир Гостюхин, советский и белорусский актер театра и кино, народный артист Беларуси. Шерон Стоун, американская актриса, модель, продюсер. Именины сегодня отмечают Федор, Теодор, Тарас, Евгений, Антон, Александр. Ну что? Очередной день без имени Павла. Ну, очень много интересных событий сегодня можно отметить, как минимум, да, вот. Как минимум пятницу. Как минимум Александр Белл совершил первый звонок фактически по своему патенту, да, по запатентованному изобретению, и который впоследствии вот превратился вот в такое. И теперь мы не только можем разговаривать, да, но и вообще совершать различного рода манипуляции, огромное множество. И самое главное, всегда есть доступ к какой-то полезной информации. Паш, ну впереди выходные, чем думаешь заняться? Мне кажется, телезрителям интересно узнать, чем занимается Павел Танин по субботам и по воскресеньям. Да, мне кажется, на самом деле ничем не интересным, но учитывая, что я решил встать на путь, так сказать, саморазвития и тому подобное, выходные я последний почти год посвящаю как бы образованию, получению новых навыков, которые как-то, ну, просто вот, чтобы развить себя, даже не куда-то потом их применять, а вот просто вот могу я что-то сделать? Нет. Поэтому в ближайшие выходные, да, буду заниматься в том числе и образованием. Да, ну а я предлагаю тебе, ну и вообще всем нашим телезрителям в предстоящие выходные посетить турнир памяти Романа Дмитриева, который, кстати говоря, проходит уже с этого дня по 12 марта. Да, ну со вчерашнего, если быть точнее, но вчера прошли жеребьевки, мандатная комиссия, ну а с сегодняшнего дня начинаются уже непосредственно бои, за которыми можно наблюдать на подиуме Центра спортивной подготовки «Триумф». Да. И очень скоро мы ждем в нашей студии гостя Абдусалама Агадисова, заслуженного мастера спорта, чемпиона мира, двукратного чемпиона Европы и еще много-много-много у него различных достижений. Ну и много-много чего еще мы сегодня ждем, поэтому оставайтесь с нами, после короткой паузы мы вернемся. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Спрос на вторичное жилье в России за год сократился на 40% на фоне роста предложения. Цены на вторичном рынке недвижимости с начала года стагнируют, тренд может сохраниться. В частности, в сравнении с мартом прошлого года в Москве цены на студии и однокомнатные квартиры снизились на 2%, на двух- и трехкомнатные квартиры на 5%. Цены на недвижимость в Москве просели из-за нехватки спроса и переориентации его на первичный рынок, что связано с появлением привлекательных условий, льготных ипотек и других акций, отмечают эксперты. Кроме того, за прошлый год значительно выросло предложение. В Совете Федерации предложили чипировать госномера грузовиков для контроля веса и габаритов авто. Такая мера сделает невозможным скрывать регистрационный номер автомобиля при весогабаритном контроле, считают в Верхней палате парламента. Также сенаторы отмечают неэффективность весогабаритного контроля. Еще одна проблема – движение по территории России тяжеловесного автомобильного транспорта с украинскими номерами, поскольку выявить таких нарушителей и привлечь к ответственности весьма сложно, чем они и пользуются. Поэтому предложено чипировать госномера грузовиков для контроля веса и габаритов. Арктика – территория сотрудничества. До конца марта продолжается прием заявок на участие во второй Всероссийской научно-практической конференции школьников. Мероприятие пройдет в середине апреля на базе Международной арктической школы в Якутске. Основная цель конференции – создание условий для развития интеллектуального творчества учащихся и активизация межрегиональной и международной коммуникации по актуальным проблемам северных и арктических регионов. Учащиеся старше 12 лет представят свои доклады по направлениям, связанным с проблемами и развитием арктической зоны.
Теперь о спорте. Впервые за десятилетнюю историю турнира по вольной борьбе памяти Романа Дмитриева на ковер выйдут девушки. Об этом сообщили на пресс-конференции. В этом году международные соревнования проводят с 9 по 12 марта в Центре спортивной подготовки «Триумф». Принимают участие юниоры 2003-2005 годов рождения из 12 стран. Всего более 270 спортсменов, из них 83 девушки. Предварительные поединки начнутся сегодня, вход бесплатный. Отметим, что главным судьей назначен судья международной категории Анатолий Ковалев. Всего на соревнованиях вершить судьбы будут 26 судей. Также организуют онлайн-трансляции на официальных YouTube-каналах Федерации спортивной борьбы России и спорткомплекса «Триумф». Уровень конкуренции хороший, учитывая этот турнир. Мы приезжаем сюда каждый год. Приезжают страны Ирана, Азербайджана, то есть основные конкуренты наши в мире, поэтому будут интересные схватки. И это проверка для ребят, проверка их готовности к международным стартам, к официальным стартам. Живая связь поколений. В Нижнем Бестяхе провели выездную региональную конференцию с таким названием. Республиканский совет ветеранов, советы заречных улусов, молодежь, а также ветераны боевых действий приняли участие в митинге, посвященном Великой Отечественной войне на площади Победы. Цель конференции – обмен опытом в сфере патриотического воспитания молодежи и сохранения связи между поколениями. На мероприятии рассмотрены актуальные вопросы по названной теме и принята резолюция. Цель нашего мероприятия, главная задача – это связь поколений на подвиги наших участников Великой Отечественной, подвиги Трудового фронта, воспитывать нашу молодежь в духе патриотизма, тем самым сплачивать нас как общество. От имени Президиума Республиканского совета ветерана я поздравляю всех участников конференции с нашим мероприятием. И хотелось бы отдельно поздравить наших защитников, кто проводит специальную военную операцию. И еще одно событие. В Якутске стартует ежегодный кадрообразующий проект первичной профсоюзной организации студентов Северо-Восточного федерального университета. Проект направлен на обучение студентов, формирование у участников лидерских качеств, развитие навыков работы в команде. И более подробно об этой программе поговорим с Максимом Колесовым, первым заместителем председателя первичной профсоюзной организации студентов Северо-Восточного федерального университета. Максим, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Давайте издалека пойдем. Чем вообще, в принципе, занимается первичная профсоюзная организация студентов? Какие ее основные задачи? Ну, никому не секрет, что первичная профсоюзная организация студентов СУФУ является незаменимым товарищем для каждого студента. Мы занимаемся защитой прав студентов, социальной защитой студентов. Мы для них организуем досуг, а также площадку для развития, как говорится, для наших студентов. Мы занимаемся социальными проектами. У нас такие проекты есть, как профсоюзный завтрак, вот для талон на завтрак, например. Когда-то же выдавали талоны. Вот у нас в университете тоже выдавали, и в каком-то году перестали, и мы эту инициативу взяли на себя, и так далее. Вот такие крупные проекты. И сейчас снова внедряете это, да? Да, снова внедряем. То есть в целом помощь, поддержка студентам. Да. Вот один из, собственно, одна из программ, да, один из проектов, это вот субсидиум. Почему он является таким одним из, наверное, важных кадрообразующих проектов? Ну, начало субсидиума было в 2018 году. Основоположником нашего проекта является наш председатель Александр Владиславович Румянцев, нынешний председатель. Ну, субсидиум больше было основано на том, чтобы каждый студент лично учился, развивался по многим сферам деятельности, по проектной деятельности, кто-то по защите прав больше, да, кто-то по больше организации досуга студентов. И ежегодно вот этот проект усовершенствуется. Мы проводим ее уже 5 лет, даже вот в дистанционном формате мы ее проводили в 2020 году во время COVID-19, да. В Zoom и так далее. Мы там придумывали новые идеи, как можно так, чтобы ребята дистанционно друг с другом общались.
И ну, по программе мы ничего обычно не раскрываем, но ежегодно вот этот проект проходит супер вот таком интенсивно, супер насыщенно. И основная цель, получается, личностный, ну вообще личный рост, личное развитие участников. Да. Ну, а вообще принимают участие именно активисты? Принимают участие студенты, не только активисты. Мы принимаем всех, кто приходит на наш кастинг. Ага, даже кастинг проходит, да? Ага. А чему учатся, да, на данном этапе, в данном проекте? В данном проекте получают? Ну, получают, сразу скажу, для себя очень большой опыт. Я тоже первый субсидиум проходил сам. Я сам парень с деревни, как говорится, да, и плохо общался на русском языке. Вот, друзей не было в Якутске. И благодаря этому проекту я за очень короткий срок развился в очень многих компонентах, стал уметь писать проекты, стал нормально общаться с людьми, вот, да, уметь находить общий язык с людьми. Вот это самые важные навыки, как я думаю, находить общий язык с людьми. И дало вот мне понятие о том, что нужно развиваться. Мы, молодое поколение нашей республики, мы должны развиваться, как говорится, и, ну, как-то так. Ага, учиться, да? Да, учиться постоянно, развиваться. Вот. Совершенствоваться. Да. Ну, вот еще один из моментов, да, субсидиума — это неделя добра, которая в рамках субсидиума проходит. Расскажите, что это, в чем ее суть? В этом, ну, ни для кого не секрет, что первичная наша профсоюзная организация студентов занимается волонтерской деятельностью активно. Например, наши активисты, волонтеры получали благодарственное письмо от нашего президента Владимира Владимировича Путина во время ликвидации, ну, вот, во время волонтерства вот, в COVID-19. Также мы занимаемся, каждое лето выезжаем вот, на пожары, на паводки. Я сам в прошлом году выезжал как лидер команды, лидер отряда волонтеров по устранению последствий паводка в Верхоянском Улусе. И в этом году в рамках нашего проекта наши участники должны придумать акцию, которая будет длиться неделю. Акции совсем разные могут быть. Это как придумают наши активисты, студенты, вот наши участники, да. Ну и будут темы. Например, акции семьям... помощь населению, наверное, да? Помощь населению, семьям мобилизованных, например, да. Акция, вот, например, помощь собакам, как-то так, помощь пожилым людям и так далее. В общем, акции благотворительные. Да, благотворительные. Реализуются участниками. Максим, спасибо большое за эту беседу. Надеемся, что субсидиум пройдет не хуже всех предыдущих. Да. Действительно, может быть, даст и подарит, откроет профсоюзу новые перспективные кадры. Да, вам желаем еще дальше развиваться. Хорошо, спасибо большое. Спасибо большое. Ну а мы продолжаем. Национальный художественный музей приглашает на выставку, посвященную фильму «Не хороните меня без Ивана» якутского режиссера Любови Борисовой об основоположении изобразительного искусства Якутии Иване Полове и его друге, находящимся в состоянии летаргического сна. На выставке представлены реквизиты, которые были сделаны специально для этого фильма по каталогу материальной и духовной культуры народов Якутии в музеях мира. Подробности в нашей рубрике «Музейный гид». Тематическая выставка «Увидевши прекрасное» посвящена фильму «Не хороните меня без Ивана» производства кинокомпании «Саха-фильм» и московской студии «Автор». Фильм основан на реальных событиях, действия которых разворачиваются в 1910 году и повествуют о дружбе между первым профессиональным художником Якутии Иване Попове и его друге Степане Бересекове, который периодически впадал в состояние летаргического сна. Фильм вышел в прокат в декабре 2022 года и получил большое признание не только на территории нашей республики, но и за ее пределами. Съемочной командой фильма для выставки была представлена коллекция костюмов и реквизита, специально изготовленных для кинофильма по историческим образцам того периода.
А особое место в экспозиции занимают вещи главных героев, реконструкция серебряного начальника и гривны и полноразмерная телега Ивана Попова. Из собрания же Национального художественного музея Республики Саха-Якутия для выставки были представлены очень редко экспонирующиеся графические и живописные произведения художника. Для зрителей это возможность вновь соприкоснуться с большим творческим наследием одного из старейших мастеров профессионального изобразительного искусства Якутии, вошедшего в историю не только как талантливейший и замечательный живописец, но и как великолепный этнограф. Стоит сказать, что в фильме «Не хороните меня без Ивана» были упомянуты и продемонстрированы несколько произведений художника. Одна из самых знаменитых картин «Мадонна Лита», копия с картины знаменитого художника эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. В 1904 году, когда художник Иван Попов учился в Санкт-Петербурге, он выполнил копию с этой картины в Эрмитаже. И копия получилась настолько хороша, что художник был удостоен серебряной медали от Общества поощрения художеств. Само же название картины происходит от названия семейства миланских графов Литта, поскольку именно в коллекции этой семьи картина находилась большую часть XIX века. И только в 1865 году картина была приобретена в коллекцию российской императорской семьи. Одухотворенный образ Мадонны, этой юной, молодой женщины, так нежно, так чутко склонившейся над младенцем Иисусом, конечно же, очаровывает зрителя силой ее большой, чистой, светлой материнской любви. По многочисленным просьбам посетителей выставка «Увидевший прекрасное» продлена по 9 апреля. Приходите в музей, чтобы увидеть не только эту работу, но и другие произведения художника. Модницы из Санкт-Петербурга поучаствовали в акции «Красивый выход». Накануне Международного женского дня по всей стране прошла вторая всероссийская акция одноименная, в которой приняли участие более 40 российских городов, в том числе Санкт-Петербург. По словам организаторов, миссия мероприятия состоит в том, чтобы вернуться к традиции соблюдения утонченного дресс-кода при посещении театров. В прошлом году мы провели эту акцию первый раз. Пришла идея намного раньше, потому что меня всегда удручает, к сожалению, некрасивая одежда в классических театрах особенно. Я люблю ходить в классические театры, как и многие дамы, которые любят хорошо одеваться. Поэтому пришла идея, так как я шляпный дизайнер, ошляпить красавец, потому что головной убор надеваем, и сразу плечики выпрямляются, сразу осанка, сразу звезда, сразу получаем миллион тысяч комплиментов. Состояние, что ты в каком-то мире красоты, вокруг столько красивых женщин, столько счастливых людей, это замечательно, и такое, ну, и возбуждение, и восторг, и умиротворение, и гордость за себя, потому что все на тебя смотрят, все снимают. В общем, достаточно приятное впечатление. Я всем говорю, носите шляпки. Это очень приятно. Хотите быть красивой, нужно просто примерить шляпку, и сразу вы будете звездой. Нарядные петербурженки и гости города общаются в фойе, после чего занимают места в зрительном зале. В этот день в театре показывали спектакль «Маскарад. Воспоминания будущего» в постановке Валерия Фокина. Известно, что акция «Красивый выход» также проходила за рубежом, в том числе в Тбилиси, Астане, Ташкенте, Риге и даже в Нью-Йорке. Вот, оказывается, секрет красоты. Вот эти все процедуры не надо. Есть шляпка. Да. Объяснили. И ты звезда. И ты звезда, шляпка, и осанка. Да, ну, объяснили шляпка. Очень доходчиво, на самом деле, что шляпка, оказывается, не просто какой-то аксессуар. Тем не менее, если носить шляпки не хочется, можно их поколлекционировать. Ну, говоря о коллекциях, уже много лет Любовь Федотовская собирает интересные коллекции. Она шутит, что даже в куклы начала играть, будучи взрослой. Какие из ее и коллекционных собраний впечатлили нашу съемочную группу, узнаем из материала Юлии Михайловой. В детстве Любовь Викторовна не любила играть в куклы. Зато сейчас много времени проводит с куклами своих повзрослевших внучек. Она шьет им различные наряды. Не помню ни одной куклы в детстве, поэтому вот сейчас играюсь с куклами. Эти куклы я сама обшила. И вот я теперь говорю, как ребенок играю с куклами. Я вообще хотела
создать коллекцию вот именно кукол всех нашего, 15 государств как было, чтобы вот каждый сделать, Советского Союза, да. Но у меня как-то не получилось. Вот это вот белорусский, это вот якутская. Кстати, видите, какую я ее сделала, красивую. Первая ее коллекция посвящена статуэткам ангелов. Все началось с покупки красивой фигурки ангела, которая ей понравилась в магазине. Моя первая коллекция, вот ангелочки. Ну вот посмотрите, ну какая же это красота. Вот, ой, ну такое все это. Вот сейчас, кстати, уже в магазинах не вижу красивых. Вот куда ездили, вот это вот с Питера, это самое. Есть с Хабаровска, вот я была, вот это с Хабаровска привезено. Это вот тоже в Питере куплены. Есть подаренные, потому что раз собираю, знаете, очень много подаренных есть. Друзья дарят, дети дарят. Кстати, вот это первая работа. Вот в магазине ее увидела. Ну такая красота. И вот с нее, кстати, и пошло. Потом Любовь Викторовна решила собирать фигурки слонов. Она уверена, что 7 фигурок этого благородного животного способны уберечь дом от всех невзгод. Одновременно друзья и родные привозили из своих путешествий в подарок нашей героине колокольчики. Кстати, тоже почти все привезенные. А вот это муж мне подарил, это ваша якутская. Наша. Это вот здесь. То есть со всех поездок да. у вас такие замечательные колокольчики? Раньше часто ездили, сейчас уже не ездим. Почти что. С этим ковидом. А этих матрешек расписала ее родственница. Это рисует сестра моего мужа. Это ручная работа. Они так и были одна в одной, это же матрешки, вот. Они вот это каждая в одно, это самое. То есть они вот были как бы, как бы заготовочки такие, да? Да. И уже потом... Эти, да, конечно. Они просто это самое, а она их разрисовывала. Полудрагоценные и обычные камни – еще одна страсть нашей героини. Мир камней для Любови Викторовны открыл ее брат, геолог, который живет в Тюмени. У нас есть друг, он ювелир, он живет в Тюмени. И вот это натуральный камень, это камни уральские самоцветы. И вот это он сам сделал. Представляете, вот она такая тяжелючая. Шингит, это яшма. Это все натуральные камни. Это вот уральские самоцветы в Тюмени. Там у них эти каменоломни, вот эти, как они, мастера ихние. Они вот делают вот эту красоту. А я то, что люблю, и он мне присылает. Они, кстати, лечебные. Я вот их держу, поэтому вот мне, когда бывает плохо, я это... Во дворе у Любови Викторовны еще 2 внушительные коллекции. Одна посвящена часам. И всякие разные. Вон, видишь, старинные с кукушками, которые с боем. А по некоторым экземплярам этого собрания можно проследить историю производства самоваров. Их здесь насчитывается порядка 60. Дополняет коллекцию самоваров все, что связано с чаепитием. Подстаканники, заварники и даже высушенная мелисса. Вот этот вот мы пользуемся. Мы его, это самое, все время в чай с него пьем. А вот смотрите, мята. Это мелисса. Гостеприимная хозяйка дома-музея пригласила нас в гости летом. Она пообещала напоить нас чаем из самого старинного самовара из своей коллекции. Юлия Михайлова, Виктор Дичковский, Нижний Вестях. Замечательная женщина, по-моему. Все так аккуратненько у нее, да? Да. Красиво. Ну а предстоящие выходные, они вот уже вот начнутся. И, конечно же, один из вариантов времяпровождения выходные, в том числе и как бы культурного развития, это поход в кинотеатр. Потому что, почему бы один из видов искусства и мирового, и почему бы не ознакомиться с работами какими-то интересными. И вот прямо сейчас предлагаем вашему вниманию как раз-таки обзор премьер этой недели, которые уже в эти выходные можно посмотреть в кинотеатрах.
Банк все-таки забирает наше кафе за долги. Я все аргументы исчерпала. С 8 марта в кинотеатре «Лена» в прокате картина Дина Крейга «Очень плохая семейка». По сюжету сестры Мэйси и Саванна рассчитывают на большое наследство приболевшей тетушки Хильды. Но, прибыв в ее загородное поместье, обнаруживают, что на сокровища претендуют и другие родственники. Чтобы получить деньги, сестрам приходится включиться в нешуточную борьбу за доверие тетушки и дискредитировать остальную родню любой ценой. Как жизнь молодая! Съемки фильма проходили в Новом Орлеане. В роли сестер выступили актрисы Тони Коллетт и Анна Феррис. По словам Феррис, сценарий заставил ее хохотать до слез. В качестве одного из странных родственников на экране также появится Дэвид Духовный, который для роли отрастил усы. А одним из продюсеров проекта выступила звезда Сара Джессика Паркер. Рон Ливингстон и Кэтлин Тернер. Что ты задумал? Тетушка нас всех переиграет. Я совсем не была готова к таким последствиям. Я убью тебя быстрее, чем болезнь. Так, тихо! Посмотрите, в кого вы превратились. Очень плохая семейка. В кино с 8 марта. Я обычный человек с обычными слабостями. Картина «Поехавшая» расскажет историю о девушке, которая решила все бросить и отправиться на велосипеде вместе со своей таксой в большое путешествие из Москвы в Магадан. Героиня преодолеет 10 тысяч километров по самым красивым дорогам России, чтобы найти себя, свободу и большую любовь. Режиссером мелодрамы выступил Антон Маслов, а главную роль исполнила Ольга Лерман. Ты меня все время находишь. Судьба, наверное. Фильм снят по мотивам книги «От чего дома сидеть», основанной на реальной истории Ани Смолиной, которая отправилась в одиночное путешествие на велосипеде через всю страну. В фильме вас ждут десятки красивейших локаций, на фоне которых будут проходить те или иные события. И я пройду этот путь, я знаю точно. Погодь, девки, тут это... Так это ж поехавшая. Ну, точно, Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Такая, неизвестно, где накроют. А мы плавно переходим к теме спорта. Хоккейный матч с участием звезд мирового спорта прошел на Байкале. На кадрах можно увидеть, как команды «Звезды хоккея» и сборной Иркутской области сражаются за победу. В этом году в матче участвовали олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Александр Якушев, а также Андрей Коваленко, Алексей Жамнов. К игре присоединился и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Матч закончился в ничью со счетом 6-6, но его цель состоит не только в спортивном интересе. Мероприятие потрясающее, хоккейный матч, посвященный 8 марта, естественно, но при этом это замечательная возможность привлечь внимание к экологии Байкала, к этим чудесным местам. То есть, мне кажется, беспроигрышный вариант, когда мы говорим про хоккей, экологию и чудесное отношение к нашей природе, к нашим природным богатствам. Подобное мероприятие привлекает внимание к экологической ситуации в регионе. Пресноводное озеро Байкал, которое является самым глубоким озером в мире, было внесено в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году. Байкал является одним из самых крупных объектов всемирного природного наследия и круглогодично привлекает тысячи туристов со всего мира. А тем временем борцы из 13 стран сразятся на турнире памяти Романа Дмитриева в Якутске. С 9 по 12 марта в Центре спортивной подготовки «Триумф» пройдут международные соревнования по вольной и женской борьбе среди юниоров 2003-2005 годов рождения. В соревнованиях примут участие более 270 спортсменов из различных регионов России, а также зарубежных стран. Будут задействованы 26 судей, 10 из Якутии и 16 из других регионов страны. Важной особенностью турнира является выступление девушек. Сборную команду Якутии представят более 80 борцов в разных весовых категориях. Из них на ковер выйдут 9 юниоров. Накануне в аэропорту столицы встречали участников соревнований. И сегодня в нашей студии
Абдусалам Гадисов, заслуженный мастер спорта, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, четырехкратный чемпион России, старший тренер юношеской сборной команды России. Доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Ну вот впервые турнир совмещен с женской борьбой. Такая практика есть на турнире Ярыгина, насколько мы знаем. Вообще, как считаете, девушки украсят соревнования вольников? Что вообще в целом от турнира ожидаете? Я думаю, здравствуйте все, да, доброе утро. Я думаю, что девушки, они вообще украшают любое место, где бы они ни находились, в том числе и спорт, и вольная борьба. Поэтому эта практика уже есть, и соревнования проходят всегда в таком хорошем формате. То есть девочки борются, как правило, всегда очень зрелищно, до конца показывают характер. Поэтому я думаю, интересно будет посмотреть, и всех болельщиков призываю прийти и поддержать соревнования. Но вы, наверное, уже со многими спортсменами также увиделись, пообщались. Вообще, как настрой? Ну, Якутская школа борьбы очень славится своими спортсменами. И Роман Михайлович Дмитриев один из тех людей, первопроходцев, который показал, как нужно становиться чемпионом, и ребята берут с него пример. И каждым годом мы приезжаем и узнаем его биографию, его не только как спортсмена, но и как человека. Это была выдающаяся личность. Поэтому ребятами общаемся, встречают здесь. Александр Кантоев здесь тоже близкий друг, который 5 минут свободно даже не дает без его внимания и гостеприимства, то есть быть. Поэтому рады приезжать в Якутск, всегда очень тепло встречают, как болельщики, так и друзья. Поэтому как домой, можно сказать, приезжаем. Вот хотелось бы про, так сказать, вашу спортивную жизнь поговорить. Вы родились в городе Махачкала, Республика Дагестан. Вообще с ранних лет, насколько знаем, проявляли интерес к единоборствам, и при этом даже в свое время 2 параллельно секции посещали, при этом это была невольная борьба. А когда решили вот именно в вольный стиль перейти? Ну, знаете, специфика региона немножко Кавказ, то есть у нас очень сильно любят единоборства любые, то есть и начинал, как, наверное, больше для себя заниматься, чтобы как-то мог за себя постоять. И я думаю, в каждом регионе есть какое-то свое направление, где-то хоккей, где-то футбол, где родители видят там своих детей, то есть в большом спорте. Но в первую очередь нужно как бы постоять за себя. И занимался сначала просто, потом увлекся, как это бывает, но так сложилось, что у нас на Кавказе очень сильно развит вид спорта, как вольная борьба. И понимал, что если дальше вижу себя в профессиональном спорте, больших высот могу добиться именно в этом спорте, потому что у нас тоже есть такие первопроходцы, как Роман Михайлович Дмитриев, это в Дагестане это Али Алиев, Загалав Абдулбеков, то есть олимпийские наши чемпионы первые. И решил по этому пути пойти, и рад, что сделал именно этот выбор. Поэтому многим ребятам хочу сказать, что если вы выбрали какой-то спорт, то есть нужно одно направление выбрать, пусть это будет футбол, там, хоккей, разницы нет, или вольная борьба, нужно сконцентрировать свое внимание на одном. Ну, стоит отметить, что не зря вы выбрали этот вид спорта, потому что 4 раза вам удавалось выигрывать чемпионаты борьбы в России, да? 2 раза в Европе. Кроме того, вы еще и чемпион мира. Да, и участвовал на Олимпийских играх тоже в том числе. А сейчас вы занимаетесь тренерством. Да, я тренер юниорской команды России до 21 года. И вот ребята, которые сейчас будут выступать, российские спортсмены, это мои спортсмены, то есть которых я должен готовить на первенство Европы, мира. Но, к сожалению, пока ситуация нам не позволяет, которая сейчас происходит в мире, надеемся, что это решится ситуация, и ребята смогут заявить о себе, показать, что они способны. Годы тренировок, чтобы не прошли зря для них. А вообще в целом по спорту, ну прям вот по активному присутствию в спорте не скучаете? Ну, когда бываю на сборах, то есть с ребятами, в любом случае ты тренируешься, возишься, то есть постоянно в таком активном режиме участвуешь в тренировочном процессе, поэтому, можно сказать, я держу себя в форме. А еще и остается время на какое-нибудь занятие?
Ну, конечно, вот пока бываю дома, люблю бывать на конюшне, там такое маленькое хобби, люблю на лошадях кататься, то есть время уделяю, то есть себе, вот, семье, с детьми прихожу, то есть бывает время успеваю. Но когда был спортсменом, конечно, этого времени было мало. Сейчас его чуть-чуть побольше. Чуть больше. Да. А мы знаем, что вы еще на фортепиано играете. Ну, это было, да. Вообще спортсмены, они такие разносторонние, развитые, да. Ну, это правильно, так должно быть, потому что спорт заканчивается, и дальше уже нужно где-то в другом себя находить. Ну, занимался фортепиано, ходил дополнительные какие-то занятия, то есть было время, была энергия, и раньше немножечко все по-другому было. Сейчас вот это свободное время занял телефон, к сожалению. Поэтому родителям хочу сказать, что максимально старались детей от этого ограждать. Да. Ну и завершая беседу, думаю, будет целесообразно пожелать удачи участникам турнира, которые бои, потому что сегодня начинаются. Да. Вот, Да. как нельзя кстати. Наверное, они ждут вашего напутствия. Спасибо огромное. Спасибо. Вот. Ну что ж, на этом мы беседу нашу заканчиваем. Да. Ну, желаем, чтобы турнир прошел замечательно, чтобы и вы в том числе получили удовольствие от зрелищ. Тем более мы, опять же, в самом начале разговора говорили про то, что будут участвовать, будут женские бои, женщины. Это всегда украшение вообще любого мероприятия. Да, я присоединяюсь, поэтому мне нравится приходить на эту программу и каждый раз сидеть с Катей. Вот. Абдусалам, ну пожелайте участникам что-нибудь. Участникам хочу пожелать красивой бескомпромиссной борьбы, чтобы тот парень и та девушка, которая трудилась в зале, то есть старалась, чтобы они получили каждый по тому, что он заслуживает. Поэтому вся работа проходит в зале, а результат уже это плоды вашей работы. Всем удачи, пусть победит сильнейший. Отличные Спасибо, слова. и вам тоже удачи. Спасибо вам тоже, да, удачи желаем. Ну а прямо сейчас готовы передать слово нашим коллегам из информационной службы. Они расскажут о последних новостях. Якутия, доброе утро. Далее смотрите блок новостей. В Госдуму внесли законопроект о запрете травли учителей. Документом планируют дополнить представленный в статье 3 Федерального закона об образовании перечень принципов, на которых основывается государственная политика в сфере образования, принципам о защите чести и достоинства педагогического работника, говорится в тексте пояснительной записки к проекту. В условиях, когда образование становится более доступным, а образовательные программы реализуются с активным применением электронного обучения, возрастает риск посягательств на честь и достоинство учителей, отмечает автор законопроекта. Добровольцы будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца. Документ будет служить подтверждением статуса ветеранов боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы. Согласно постановлению, выдавать удостоверения будут военные комиссариаты регионов по месту постановки добровольца на воинский учет или по месту жительства. Для этого гражданину потребуется подать заявление. Постановлением также предусмотрено, что если подтверждающие участие в добровольческом формировании документы были утеряны, военные комиссариаты будут заниматься их розыском самостоятельно. Арктический государственный агротехнологический университет внедряет новые разработки. На базе инженерного факультета создали очистительную систему для сортировки семян от растительности. Данная конструкция достаточно проста, состоит из пневмоканала, загрузочного бункера и решетного стола. Очистка происходит путем загрузки сырья в бункер. Затем легкая часть примеси отделяется. Другая часть, то есть солома и семя, сортируется в отдельные секторы. Данный способ очистки минимизирует травмирование семян. Главная задача машины – разделять и сортировать семенные растения для посева. Разработка позволяет очистить 50 килограммов семян за 1 час. С этим оборудованием студенты факультета заняли призовое место в конкурсе «Я инженер». Здесь представлен у нас воздушно-решетный сепаратор, универсальный, потому что у него имеются различные настройки, как для различных культур, и, соответственно, и других зерновых в том числе. Значит, эта машина была у нас разработана по заявке Нюрнбергской кормовой компании, поскольку у них стала проблема с очисткой
многолетней травы, ну, это костер безострый. В Якутске завершились отборочные игры чемпионата республики по мини-футболу среди команд второй лиги. 260 игроков из 22 команд съехались в столицу, чтобы выяснить отношения на паркете. Команды поделили на 7 групп. Лучшие в каждой группе выходят в плей-офф. Накануне завершились отборочные игры. Сегодня стартуют матчи 1/8 финала. А в выходные болельщиков ждет борьба команд, претендующих на медали чемпионата. По результатам турнира лучшие команды перейдут из второй лиги в первую. Уровень заметно растет. Если поначалу даже, как я приехал в 2001 году, с 2001 года уровень второй лиги был, конечно, намного ниже, намного. Сейчас команды в основном все средние. Все, ну, уровень имеется в виду. Уровень равный. Первую в мире почтовую марку, вырезанную из кости мамонта, выпустили в Якутии. Ее будут использовать для продвижения туристского бренда «Якутия – родина мамонта», сообщает Русское географическое общество. Хрупкую марку сотворили мастера-косторезы якутской фабрики «Туску». На изделии разместили 3D-логотип туристского бренда «Якутия – родина мамонта», а также надпись на английском языке «Mammoth Tusk Stamp», что означает «марка из бивня мамонта». Марка размером 4 на 5 сантиметров весит около 10 граммов и имеет толщину 3 миллиметра. У нее есть персональный номер и уникальный номинал – 1 или 2 бивня. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня! Ну что, подходит к концу наш эфир, как и наша рабочая неделя. Как для тебя прошла неделя? Что тебе запомнится, Паша, больше всего? Среда, 8 марта, конечно. Мне тоже 8 марта. Ничто не украшает рабочую неделю, так как выходные. Как выходной. Но на самом деле неделя была достаточно хорошая. Во-первых, мы поняли все с вами дружно, что во всяком случае в Якутск основательно пришла весна. Это сопровождалось все такой теплой, приятной погодой, которая просто зовет тебя выйти на улицу погулять. И я думаю, что в эти выходные возможность уже у всех появится и свежим воздухом насладиться. Да, что мы и призываем вас сделать. Обязательно выйти, прогуляться, хотя бы если даже нет возможности выехать за город, да, просто прогуляться в парке, да, по даже центру. Не обязательно в парке можно. Вот сегодня мы о стольких мероприятиях говорили. Это и турнир, да, по вольной борьбе, в кинотеатрах много фильмов интересных. Да, и в музей сходить. Музей сходить. То есть можно просто запланировать досуг и передвигаться пешком. И это будет самая лучшая, полезная прогулка. Вы намотаете очень много километров, а мы все знаем, что норма это сколько? 10 тысяч шагов в день. Ее лучше придерживаться. И обязательно прогуляйтесь сегодня, потому что днем в Якутске, кстати говоря, 7 и 9 градусов мороза, на минуточку. Очень тепло. Поэтому есть возможность для активных, хороших, интересных выходных. Мы вам желаем этой возможностью воспользоваться максимально. И надеюсь, у вас все получится. Ну а по традиции заканчиваем эфир музыкой, пятничной музыкой. До встречи. Заполняешь пустоту пространства, с твоим присутствием трудно дышать. А я привыкла больше не сдаваться. Ну а тебе протяну белый флаг. Как можно видеть мир, когда ты в голове, весь кайф внутренний во мне. Не погибнет, тебе дам все, что у меня. Всю любовь, только не брось ее у алтаря. Разлетая кофе на простыне и в туман. Мне нужно лететь до встречи Гаревуар. Мой ломаный английский, давай по переписке пойдем на все риски. Разлетая кофе на простыне и в туман. Мне нужно лететь до встречи Гаревуар. Мой ломаный английский, давай по переписке пойдем на все риски.
связаны током. Может, и ты не привык к такому, я тоже на полпути. Лезешь под кожу до дрожи, тебе самый верный шаг сделать сложно, поторопись. Потерянный взгляд не заметила, поздно взял за руку, ты сам во всем виноват. Сотри моменты, я смотрю на небо, только звезды знают, где ты. Разлетая кофе на простыне и в туман, мне нужно лететь до встречи Гарри-Богат. Мой ломаный английский, давай по переписке пойдем на все риски. Разлетая кофе на простыне